Горянки с джигитами своим зажигательным танцем задают темп всероссийскому соревнованию. Так проходит во Дворце спорта МАГАС торжественное открытие первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет. Масштабное состязание этого года. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поприветствовал гостей и участников соревнования. Уважаемые друзья, земляки, коллеги, приятно сегодня видеть в Ингушетии такое большое и достойное собрание сильнейших молодых спортсменов со всех регионов и уголков России. Мы рады, что наша республика снова принимает у себя первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет. Особенно хочется приветствовать Донецкую область, Луганскую народную республику, Севастополь, Крым. Мы рады вас видеть среди участников. Это придает турниру особую силу единства и расширяет географию братских регионов. Отдельные слова хочу сказать самарской делегации. Я с теплом вспоминаю те годы, проведенные в этом регионе, и особенно рад вашему участию. Особое значение турнира имеет для меня, потому что он традиционно посвящен памяти героя Российской Федерации Алихана Калиматова. Его имя стало символом мужества и самоотверженного служения Родине. Для меня, как для брата, важно, что молодое поколение воспитывается на примере таких людей, настоящих героев. Но у нас есть настоящие герои и сегодняшние. Поэтому хотел бы, чтобы мы, и молодежь особенно, равнялась на них. Наш президент не раз подчеркивал, спорт – это школа характера, воля к победе, умение работать в команде. Благодаря этой государственной поддержке создаются условия для того, чтобы молодежь могла раскрывать свои способности. Сегодня турнир – еще одно подтверждение этому. Я хотел пожелать участникам крепкого здоровья, достойных соперников и, самое главное, уверенности в себе, а всем гостям хорошего впечатления и настоящей спортивной атмосферы. Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет собрало более 300 лучших спортсменов страны. Это итоговый этап всероссийских соревнований. Лучшие из лучших будут отобраны в сборную команду России, чтобы представлять нашу страну на мире. Каждый спортсмен планирует показать сегодня высокий уровень мастерства. Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность, признательность руководству Республики Ингушетия за большой вклад в воспитание всесторонне развитой физически подготовленной молодежи, привлечение подрастающего поколения к систематическим занятиям спорта, спортивной борьбой. Желаю участников соревнований удачных стартов и красивых побед. Президент Федерации, победитель Олимпийских игр Михаил Геразевич Мамиашвили. От слов к действиям. На ковер вступают уже сами атлеты. Победители отбирают на 3 площадках. На одном из них сошлись в весовой категории 77 килограммов представители Москвы и Санкт-Петербурга. Спортсмен в красном перевел инициативу на себя, с уверенностью забрав 3 балла. Но уже в середине схватки Умар Бабачиев зарабатывает очки. По итогу счет 10-3. Победу одержал спортсмен в синем. Думаю, плохо размялся просто, поэтому чуть не пошло. А так, считаю, схватка удачно прошла по плану. Только вот хотел первый пассив забрать, только это не получилось. Следующим на ковер выходит представитель Ингушетии. Его соперник в синем вот уже почти выиграл, уверенно отработав приемы. Но под конец Абдуллах под крики одобрения болельщиков выполнил прием мельницу. Позже, кинув оппонента на прогиб, набрал 13 очков. Это безоговорочная победа в первой схватке. Да, первый соперник, схватка. Физический декор, первый лотар. Так, перевод, боковой партер Хамиш. Еще раз. Ингушетию на первенстве России представляют 15 борцов. В первый день соревнований выступили 6 из них. Один уже в финале. Тренер сборной Ингушетии ждет отличных схваток от подопечных. Сегодня у нас человек 8 борется, 72 килограмма, 60 килограмм, 67 килограмм, 72 килограмма, 82 килограмма.
Ну, 72, 82 у нас хорошие ребята. Мы на них ставим. По воле Всевышнего, я думаю, они нормально должны отбороться. Организация первенства, по мнению многих участников, проведена на высшем уровне. Дворец спорта имени Берда Евлоева уже второй раз устраивает первенство России по греко-римской борьбе у себя на площадке. Условия для тренировок и проведения соревнований соответствуют всем современным требованиям. Условия на высоком уровне, я думаю, все довольны организацией проведения турнира. Половина спортсменов уже успела выступить в своих весовых категориях и заполучить путевку на мир. Финальные схватки в весовых категориях 60, 67, 72, 82 и 87 килограммов пройдут в воскресенье 27 апреля. Муслим Ганиев, Адам Гулоев, Султан Булгучев, Магаз 24.